1959 года как раз из этой студии началось вещание Казанской студии телевидения. Программы тогда записывались вот на такие тяжелые кассеты. Сейчас все современное. Камеры, декорации, а кассеты заменили флешки. История ТНВ началась с большой студии. Здесь такой национальный стиль, царит такой колорит. Здесь я уже 4-й раз, и каждый раз удивляюсь вот той атмосфере, которая здесь есть. Продюсеры, это вот, знаете как, мозговой центр новостей. А это редакция новостей. Как они делаются, кто отбирает темы, как корреспондент работает над сюжетом. Будущие журналисты буквально завалили заместителя директора по информационному вещанию вопросами. Разве не удобно работать мне в прямом эфире, например? Не в прямом эфире, это неинтересно, ребят. Новости – это только прямой эфир, конечно. Авторы самых интересных вопросов даже получили памятные подарки. К нам может приходить Сергей с нами творить. Когда надеюсь. есть свободное время, да, приходи. Телепроизводство очень сложный процесс технический, но при этом он создает какой-то выхлоп, который, соответственно, имеет спрос. Мне очень интересно было узнать, как это состоит, в принципе, вся система. Сейчас заставка новостного выпуска, вы сейчас увидите. Вот еще 15 секунд, и все заиграет. А в этой студии уже начинается прямой эфир. Текст для ведущего, работа с суфлером, задачи режиссера. У студентов миллион вопросов. Это будущие специалисты в области медиакоммуникаций. Предполагает как владение медийными навыками, так и управление медийными процессами, медиааналитическими процессами. Так что я думаю, им в 2 раза полезнее и необходимо включаться в то, как, собственно, делается медиапродукт, медиаконтент. Камера, мотор, запись пошла. Кто не мечтает блистать перед софитами и быть в кадре. А участников конкурса «Айда на ТНВ» такая возможность скоро появится. Как раз сейчас идет 2-й тур. Ребятам нужно снять видеоролик самопрезентацию, например, на телефон и прислать к нам на телеканал. Во 2-м туре участвуют все, кто выполнил условия конкурса и прислал нам эссе во время 1-го этапа. Видеопрезентацию нужно отправить на электронный адрес. Работа должна быть до 2 минут в формате MP4. Срок до 30 апреля. Вероника Гайнудинова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.